Россию, разливы поля. Пусть правдой нам будет улыбка дитя. В огромное небо пусть колокол бьет, и нежность и верность нам жизнь бережет. Храни Бог Россию, как чудо-глоток, так мама хранила заветный платок. Закружится, манит над полем звезда, и верю, что сбудется наша мечта. Россия, моя ты судьба, люблю я, Россия, тебя. Россия, навеки одна, моя ты родная страна. Храни Бог Россию, молитвы, слова, в морщинах, дорогах утонут года. И старшего брата храни и меня, и острые зубки на стенах Кремля. Храни Бог Россию, немытую пусть, могучую, сильную, гордую Русь, и силу, и славу отцов и сынов. Храни Бог Россию во веки веков. Россия, моя ты судьба, люблю я, Россия, тебя. Россия, навеки одна, моя ты родная страна. Россия, моя ты судьба, люблю я, Россия, тебя. Россия, сердце все бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет лучезарной зари. Вот она, Россия. Ребята, простые слова, давайте все вместе. Россия! Навеки одна, моя ты родная страна! Россия, моя ты судьба, люблю я, Россия, тебя. Россия, навеки одна, моя ты родная страна. Моя ты родная страна. Россия! Россия! Вот с такой песней и с таким призывом участия всех нас пригласил сейчас на сцену Сергей Войтенко. Здравствуйте, во-первых, еще раз, дорогие друзья. Сергей Войтенко. За открытие сегодняшнего гала-концерта особая благодарность тебе, Сережа. Музыкант, композитор, заслуженный артист России, Федерации. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас здесь сегодня, в этом чудесном храме музыки в Ярославской государственной филармонии, на гала-концерте фестиваля «Культ Мост Ярославль Этно». Спасибо, дорогие друзья, что в этот день, сегодня, в заключительный день нашего фестиваля «Этно», вы рядом с нами. Друзья, 2022 год президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом культурного наследия народов России. Ну и, конечно же, звезды фестиваля – это наши талантливые конкурсанты. Хачатрян Арутюн, город Сочи. Армянский дудук. Джафаров Фахри из Кисловодска, азербайджанский тар. Ермолаева Анастасия, Краснодар, гусли. Федор Скунцев, город Москва, скрипка, гудок. Бочкарева Нарьяна,
из Якутска, Хомус. Мишуров Дмитрий, город Ярославль, Жалейка. Батыциренов Зарикто, Улан-Удэ, Суахахур. Баталова Алевтина из города Барнаул, флейта Бау. Сергеев Константин, город Нерехта, Пастуший Рожок. Бородин Дмитрий из Луганска, гитара. Варфоломеева Елена из Новосибирска, балалайка. Головицын Алексей из Ярославля, свирель. Гизятов Дмитрий, город Уфа, дудельзак. Магомедов Айдун, село Буд-Казмаляр из Дагестана, чунгур его инструмент. Белов Игорь Владимирович из города Костромы играет на пиле и на косе. Это наши участники, конкурсанты. Аплодисменты им. Ну что ж, переходим к нашей концертной программе. И сейчас на эту сцену мы приглашаем человека, который покорил девичьи, дамские сердца. Этот человек, этот конкурсант играет на дудуке просто как бог. Но не зря он здесь сегодня с нами. Участник конкурса исполнителей на этнических музыкальных инструментах фестиваля «Культмост» Ярославль Этно Хачатрян Арутюн, город Сочи. Сейчас мы хотим пригласить на сцену красавца-мужчину. С просьбой дать его телефон обратились многие слушательницы. Разволновалась, да, Анна. Да. На сцену приглашается участник конкурса исполнителей на этнических музыкальных инструментах фестиваля «Культмост» Ярославль Этно Гизятов Дмитрий, Уфа, инструмент дудельзак, немецкая волынка. Действительно завораживает немецкая волынка. На наш перевод это немецкая волынка. Ну, вы только что познакомились. Дудельзак. Так, дорогие друзья, Все уже в нетерпении узнать, кто стал победителем конкурса этноинструменталистов. Я уже истомилась. Ну, давай тогда и начнем церемонию награждения, в конце концов. Начнем. Всех конкурсантов еще раз просим выйти на сцену. Под ваши аплодисменты все конкурсанты нашего фестиваля выходят на сцену. Аплодируйте. Талантливые конкурсанты со всех уголков нашей необъятной Родины.
в своих национальных костюмах. Самые красивые и талантливые, наши любимые. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Занимайте почетные места на авансцене. Я хотел бы попросить выйти на эту сцену начальника управления культуры мэрии города Ярославля Каюрову Ольгу Владимировну. Под ваши аплодисменты, Ольга Владимировна, поднимайтесь к нам. Мы вам передаем слово, совершенно верно, Ольга Владимировна. Добрый вечер, дорогие друзья, наши уважаемые зрители, наши дорогие участники фестиваля. Очень приятно видеть сегодня всех вас на этой сцене. Наших дорогих зрителей очень приятно видеть в этом зале. И я абсолютно уверена, что следующий год будет не менее ярким, не менее интересным. Поэтому я от всей души хочу поздравить всех организаторов, всех участников, всех наших партнеров, всех, кто сегодня в этом зале, с тем, что наш фестиваль состоялся. Большое спасибо всем за участие, за помощь, которую вы нам оказали. Я поздравляю. Вообще, на самом деле, это здорово, когда ты о чем-то думаешь, о чем-то мечтаешь, что-то представляешь себе, планируешь, и вдруг это получается. Это здорово. Поэтому я благодарю всех, кто приехал к нам с разных уголков нашей страны, нашей России. И сегодня мы видим настоящий парад разных национальностей, разных музыкальных инструментов. Кто-то делает для себя открытие, потому что действительно кто-то даже, может быть, и не предполагал о том, что такие инструменты существуют. Поэтому спасибо за это приятное знакомство. И от всей души хочу пожелать и участникам, и организаторам, и партнерам, и всем сидящим в этом зале творчества, вдохновения, чтобы следующий год стал для нас счастливым, мирным и добрым. Спасибо вам большое. Награждается Федор Скунцев. Под ваши аплодисменты. Федор Скунцев, скрипка, гудок. Вы знаете, сегодня мы знаем, что есть представители из торгового центра «Рио». Это наши партнеры. Мы с ними плотно сотрудничаем. Настроение фестиваля, следующая номинация. И получает ее Варфоломеева Елена, балалайка. Елена Варфоломеева. Следующая номинация – музыка глубин веков. И ее обладатель – Арутюн Хачатрян. Инструмент дудук. Вы сегодня слышали его и видели его выступление. И вручает свой подарок Аня Лакиза, директор фестиваля из Барнаула. Спасибо, Арутюн. Арутюн Хачатрян. Дудук. Спасибо. Следующая номинация – музыка полей. Сергеев Константин. Пастуший рожок. Аплодисменты. Аплодисменты Сергею. Пастуший рожок. Русский инструмент. Номинация «Музыка полей». Под ваши аплодисменты. Продолжаем. Следующая номинация «Национальный характер». И обладатель ее Магомедов Айдун. Чунгур. Инструмент. В своем национальном костюме. Какой красивый. Сын Кавказа. Магомедов Айдун. Аплодисменты. Друзья, у нас еще из зала тоже. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Продолжайте.
Подарков много. На протяжении вручения надо аплодировать. Поздравляйте своими аплодисментами наших конкурсантов. Следующая номинация «Переплетение культур». Ее обладатель Гизятов Дмитрий Дудельзак. И следующая наша номинация «Надежда фестиваля». Дмитрий Бородин. Гитара. Этот конкурсант к нам приехал из Луганска. Луганская Народная Республика! Продолжаем одаривать наших конкурсантов подарками и аплодисментами. Друзья, не скупитесь. Следующая номинация «Дружба народов». Аплодируем Джафарову Фахри. Азербайджанский тар. Фахри элегантен в своей жилетке, такая же элегантная. Следующая номинация «Музыка природы». Обладатель ее Дмитрий Мишуров. «Жалейка». И на этот раз тоже подарки от наших партнеров. Завод «Луч». И мы продолжаем. «Русская душа». Следующая номинация. Ее обладатель Алексей Головицын. «Свирель». Подарок вручает руководитель Ярославского филиала «Промсвязь Банк». И мы продолжаем. Следующий номинант. Называется номинация «Зов предков». Нарьяна Бочкарева. Ваши аплодисменты. Инструмент «Хомус». Из Якутска. В своем национальном наряде Нарьяна Бочкарева. Игра на хумусе. «Зов предков». Номинация «Зов предков». Город Якутск. Нарьяна Бочкарева. Следующая номинация. Оригинальный инструмент. Батасыренов Зарикто. Его инструмент Суаха-Кур. И хотелось бы пригласить для вручения подарка от члена жюри Юрия Романова. Вы сегодня его видели, слышали в фойе. Спасибо за Рикто, спасибо Юрию. Мы продолжаем. «Голос традиций». Следующая номинация. И ее обладатель Баталова Алевтина. Флейта Бау. Продолжаем. Следующая номинация «Наше все». Ее обладатель Игорь Белов. У Игоря много поклонников в зале. У Игоря много поклонников на его родине и по всей России. И даже далеко за ее пределами. Игорь Белов. Пила и грабли – это его инструменты. Номинация «Наше все». Все? Ваши аплодисменты, аплодисменты зала для вас. Наши дорогие зрители, искупайте еще раз всех наших конкурсантов. Обратите внимание, что каждый финалист получил уникальный кубок Мишку Ярика с национальным инструментом, на который играет конкурсант. Мишка Ярик – символ фестиваля «Культмост» Ярославль Этно. Это добрый медведь-музыкант, который живет в Ярославле, в столице Золотого Кольца, и играет на всех этнических музыкальных инструментах. Знает про них. Еще раз мы хотим поблагодарить
начальника управления культуры мэрии города Ярославля, Каюрову Ольгу Владимировну. Она тоже вручила подарки нашим. Дорогие друзья, и еще хотелось бы напомнить, что у нас есть партнеры. Заместитель директора телеканала «Первый Ярославский» Никулина Елена, она в зале, поднимается к нам. Леночка, поднимайтесь. И хотела бы вручить свой подарок, презент обладателю гитары. Дмитрий Бородин получает подарок от Первого Ярославского. Под ваши аплодисменты. Громче, громче. В номинации «Надежда фестиваля». А сейчас мы приглашаем на эту сцену девушку, которая вчера очаровала буквально всех. Проходите, конкурсанты, пожалуйста. Не забывайте свои подарки под аплодисменты зала. Мы продолжаем концерт участников и конкурсантов. Аплодируйте, дорогие друзья. Ваши аплодисменты – лучший подарок нашим конкурсантам. Ну что ж, дорогие друзья, премии фестиваля «Культур Мост Ярославль Этно» нашли своих обладателей. Но еще сохранена интрига. Кто же из этих лучших 15 музыкантов стал победителем конкурса исполнителей на этнических инструментах? Думаю, обсуждения жюри были жаркими и сложными. И слава богу, я не в жюри, вот честно я тебе говорю, я бы не позавидовал бы им. Сложно, мне кажется, было выбирать. Так как определить лучшего из лучших могут только профессионалы. И сейчас волнительный момент. Вы знаете, еще раз под ваши аплодисменты я попрошу вновь подняться на эту сцену начальника управления культуры мэрии города Ярославля Каюрову Ольгу Владимировну. Под ваши аплодисменты. Ольга Владимировна. Наши призовые места определило жюри. Им было, безусловно, сложно в этой ситуации, потому что каждый по-своему уникален. Ага, приз зрительских симпатий мы вручаем Бочкаревой Марьяне. Под ваши аплодисменты. Приз зрительских симпатий. Бочкарева Марьяна получает приз зрительских симпатий. Третье место конкурса исполнителей на этнических инструментах награждается Константин Сергеев, пастуший рожок Кострома. Подарок вручает Мост-тур, сертификат. Свой подарок вручает тур-сертификат «Флот». Второе место. Под ваши аплодисменты. В конкурсе исполнителей на этнических инструментах награждается Елена Варфоломеева, балалайка. Город Новосибирск. Под ваши аплодисменты. Свой подарок вручает гостиница «Ибис». И также обладателем Мост-тур «Флот» становится Елена Варфоломеева. Лена благодарит, кричит спасибо, друзья, кланяется, аплодисменты.
Леночка, спасибо за ваше мастерство. Итак, друзья, мы подошли к обладателю первого места. И его заслуженно получает Айдун Магомедов, Республика Дагестан. Село Бут-Казмаляр. Сын кавказского народа. Играл на чунгуре, национальный инструмент. И свой подарок вручает гостиница «Ибис» и также Мостурфлот, сертификат Мостурфлот. Алексей, это ваше? Это ваше художество было только что? А, это еще не все, это еще не все. Аплодируйте, дорогие друзья. Айдун Мамедов. Также свой подарок хочет вручить президент Лезгинской национально-культурной автономии, член Общественной палаты Васип Абдулбекович Гасанов. Спасибо вам большое, Фасив. Сегодня все конкурсанты, спасибо. Ну, Ольга Владимировна, спасибо вам большое, спасибо вам за ваше участие, за вашу поддержку. Дорогие друзья, к нам на фестиваль приехала потрясающая жюри, которая сделала невероятную работу, определила лучшего из лучших. Хотелось бы вам представить Татьяну Кочемасову, ведущий президент Академии художеств. Татьяна Кочемасова, спасибо вам большое, спасибо за ваши оценки. Известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма, член Союза художников России, Международной ассоциации искусствоведов и художественных критиков, Русского географического общества, член Евразиатской ассоциации этнодизайнеров и руководитель этнокультурного центра, этнограф Сергей Глебушкин. Сегодня потрясающую увлекательную лекцию и свои костюмы нам продемонстрировал. Фольк-музыкант, композитор, продюсер, генеральный директор частного учреждения культуры «Этнокузня», организатор камерного фестиваля мировой музыки «Усадебник», автор проекта «Музей живой старинной вывески», «Рыбинские вывески». Дмитрий Кузнецов. Под ваши аплодисменты. Музыкант, мультиинструменталист, педагог, художественный руководитель ансамблей «Калинушка», «Стежки-дорожки», «Люди вольные», создатель Музея народных инструментов железнодорожных. Так, Роман Ломов. Дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры струнных народных инструментов Российской академии Гнесиных, солист Московской академической филармонии, преподаватель по классу домры Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина и дирижер симфонического оркестра колледжа Евгений Волчков. Композитор, дирижер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза композиторов России, художественный руководитель студии «Юные Александровцы» при академическом ансамбле песни и пляски Российской армии Александрова. Александр Гилев. Ваши аплодисменты Александру. Музыкант, композитор, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Самарской области, основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко, художественный руководитель, уже все сказал, можно сказать, художественный руководитель фестиваля конкурса «Виват Баян», депутат Самарской губернской думы, лауреат премии «Шансон года», «Золотой граммофон», звезды дорожного радио, эксперт телешоу «Ну-ка все вместе» Войтенко Сергей.
искусствовед, академик и вице-президент Российской академии художеств, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах при Совете при президенте Российской Федерации по науке Татьяна Кочемасова. Ничего страшного, 2 раза, мы можем и 3-й раз сказать. Татьяна, спасибо вам большое. Мы продолжаем. Генеральный продюсер международного экокультурного проекта «Вот Этно» с 2015 года, продюсер и ведущий церемонии РВМА Russian World Music Awards, премия этнической музыки, российская премия этнической музыки, генеральный продюсер этномузыкальных фестивалей «Живая вода», Аркаимское солнцестояние, Дух Сибири, Сибирь сказочная, певец, композитор, автор песен, режиссер, артист кино и телевидения, музыкальный эксперт, участник музыкального телешоу «Ну-ка все вместе» 19-22 годов Юрий Романов. Постоянный участник телешоу «Ну-ка все вместе». Художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, народный артист России, лауреат премии Собинова-Архиповой, председатель жюри конкурса этноинструменталистов Мурат Аннамабедов. Друзья, и сейчас на эту сцену я хотел бы пригласить следующего конкурсанта со своим потрясающим номером. Для вас выступает Джафаров Фахри, город Кисловодск, азербайджанский тар. Под ваши аплодисменты Джафаров Фахри. Хотели раз обратиться к вам с такой просьбой. Наш театр, хоть и юного зрителя, но имеет в своем репертуаре также и вечерние спектакли для взрослых. В нашем репертуаре есть такой спектакль, как «Гнев раба, любовь султана». И мы бы очень хотели в следующем сезоне вас пригласить поучаствовать в нашем спектакле. Таким образом, мы налаживаем этот мост между Ярославлем и Азербайджаном. Спасибо большое, благодарю вам всем. Я перед всеми обещаю, что приеду. Дорогие друзья, вот вы видите, собираются наши участники, наши конкурсанты, можно сказать, в какое-то единое целое. Какой-то сейчас, мне кажется, будет сюрприз для всех нас. Ну, во-первых, Мы уже заинтригованы. Дорогие друзья, здравствуйте. Добрый вечер. У нас такой будет музыкальный немножко сюрприз. Во-первых, мы хотим поблагодарить организаторов за такой прекрасный фестиваль. Вот, я вызвалась, наверное, немножко за всех сказать. Вот, огромная благодарность. Я, конечно, не мастер слова, но я больше по инструментальной части. Но, ребята, хотим поблагодарить, во-первых, организаторов, а во-вторых, вас, зрителей. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы так тепло приветствовали. Без зрителя нет артиста. Спасибо вам большое. Спасибо. Может быть, кто-то хочет дополнить? Давайте мы сыграем. Маленькая музыкальная импровизация. Подпевать тоже можно.
samun pakra garin makan ya har sahur sajalan rakhar khuzan ya dahu samun pakra garin makan ya har sahur sajalan rakhar khuzan ya dağda dağga düşen raning aranyan heyran yaval biri halkarda usan dağda dağga düşen raning aranyan heyran yaval biri halkarda usan dağustan 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 Давайте. Дядь, обнимаемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Еще раз, два, три. Язык музыки безграничен и не имеет абсолютно правильно никаких границ. Мы свято храним музыкальные традиции всех народов. И вот смотрите вот на этих конкурсантов, какие счастливые у них лица. Вот за время проведения фестиваля они так сдружились, что, естественно, не могли не создать ансамбль инструменталистов на этнических инструментах. Спасибо вам, ребята, большое. Поблагодарите еще раз за этот мы сами не знали на самом деле. Это был сюрприз от наших музыкантов, от наших участников. Спасибо. Это было потрясающе. Алевтина Баталова исполняла, да, мелодию? Да, Алевтина, спасибо большое. И спела нам, не только сыграла, да? Дорогие друзья, сегодня действительно настоящий праздник. Большое событие. Фестиваль Яр-Этно заканчивает, но мы уверены в том, что это станет доброй традицией и продолжением начатого сегодня.